Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Мария Истомина. Я работаю в отделе литературы по искусству, и сегодня я хочу познакомить вас с творчеством известной английской писательницы и иллюстратора Беатрис Поттер. А в конце нашей встречи мы сделаем кролика в технике оригами. Элен Беатрис Поттер родилась 28 июля 1866 года в Кенсингтоне, в Лондоне. С раннего детства Беатрис любила наблюдать за природой и рисовать все, что ее окружает – деревья, птиц, цветы, животных и многое другое. Будучи уже взрослой, писательница не оставила своих детских увлечений. Когда ей было 27 лет, она начала писать иллюстрированные письма детям своей бывшей гувернантки Энни Мур. «Кролик Питер», сказку о котором вы услышите, родился в письме, которое она написала в сентябре 1893 года сыну Энни, Ноэлю. 7 лет спустя Беатрис попросила у Ноэля это письмо назад и скопировала иллюстрации, чтобы напечатать первую книгу «Повесть о кролике Питере». Ко всем своим последующим произведениям Беатрис всегда создавала иллюстрации сама. В 1901 году, после того, как книга была отвергнута 6 изданиями, Беатрис решила самостоятельно издать историю о кролике. Увидев копию этой книги, издатель Фредерик Уорн заинтересовался ей и решил издать сказку о кролике Питере. Книга произвела большой фурор, и в течение года им пришлось издать еще 6 тиражей, чтобы удовлетворить спрос. А в 1903 году герой сказки «Кролик Питер» был запатентован и выпущен в качестве мягкой игрушки. Этот успех ознаменовал начало пожизненных отношений между Беатрис Поттер и издателем Фредериком Уорном. А сейчас давайте прочтем удивительную сказку о Питере Пуше. Слушайте внимательно. Жил-да был непослушный крольчонок Питер Пуш, а сестричек его звали Пышка, Плюшка и Пампушка. Все они жили со своей мамой на пригорке под корнями большой мохнатой ели. «Ну, детишки», — сказала однажды утром мама, старушка миссис Пуш, «идите погуляйте куда хотите, в лес, в поле, только не ходите в сад мистера Макгрегора. Там с вашим папой случилась большая неприятность. Миссис Макгрегор запекла его в пирог. Так что ушки на макушке, а я в булочную». С этими словами миссис Пуш взяла корзину и зонтик и отправилась через лес в булочную. Там она купила пшеничного хлеба и 5 ватрушек. Послушные крольчата, Пышка, Плюшка и Пампушка, пошли в лес собирать ежевику. А непослушный Питер Пуш поскакал в огород мистера Макгрегора. Калитка была закрыта, но он пролез под ней. Он поел там салата, пожевал фасоли и взялся за редиску. Вскоре от этого у него раздуло живот, и Питер Пуш потопал искать Петрушку. Он знал, что Петрушка помогает от тошноты. Но вдруг за углом огуречного парника блеснули очки мистера Макгрегора. Стоя на коленях, мистер Макгрегор возился с капустой, но, заметив кролика, мигом вскочил и бросился за ним. «Держи вора!» — крикнул он, грозно потрясая граблями. С перепугу Питер Пуш забыл, где калитка, и отчаянно заметался по огороду. Он потерял башмачки, один в капусте, другой в картошке. Конечно, босиком да на 4 лапах Питер Пуш бегал гораздо быстрее. К несчастью, он налетел на сетку вокруг крыжовника и застрял, зацепился пуговицей. На Питере была новенькая голубая курточка с блестящими медными пуговицами. Из глаз его брызнули слезы.
Услышав всхлипы Питера, прилетели взволнованные воробьи. «Не хлопай ушами, Питер Пуш!» – зачирикали они. «Бросай курточку и беги!» Тут подскочил мистер МакГрегор и накрыл Питера огромным ситом. Питер Пуш выскользнул, но без курточки, она осталась под ситом. Он влетел в сарай и прыгнул в лейку. Но вот беда, она оказалась полной, и Питер Пуш погрузился по уши в холодную воду. Мистер МакГрегор понял, что Питер в сарае. «Ясно, спрятался под цветочным горшком», — решил он. Горшков было много. Стояли они пустые вверх дном. Мистер МакГрегор принялся быстро-быстро переворачивать их один за другим. А Питер Пуш так продрог, что у него зачесалось в носу. «Апчхи!» — чихнула вдруг лейка. Мистер МакГрегор бросился к ней, однако Питер успел выскочить. Мистер МакГрегор яростно топнул и носком башмака прижал кроличий хвостик, но Питер вырвался и выпрыгнул в окошко, опрокинув 3 горшка с цветами. Для мистера МакГрегора окошко было узковато, да и устал он от беготни. «Ох», — сказал мистер МакГрегор, прекратил погоню и занялся делами. А Питер Пуш, весь мокрый, присел перевести дух. Он запыхался, дрожал от страха и не знал, куда бежать дальше. Чуть отдышавшись, Питер Пуш тихонько запрыгал, пугливо шевеля ушами и озираясь по сторонам. «Где же калитка?» Он наткнулся на какую-то дверь в кирпичной ограде, но дверь оказалась заперта, а под ней толстячку Питеру было не пролезть. Бабушка-мышь сновала под дверью туда-сюда, таскала бобы и горох внучатам в лес. Питер Пуш спросил ее, где калитка, но мышь держала в зубах такую громадную горошину, что не могла вымолвить ни слова, лишь мотнула головой. Бедный кролик опять расплакался. Потом Питер Пуш поскакал через огород напрямик и совсем заблудился. Он выбежал к пруду. Сюда мистер МакГрегор обычно ходил за водой. На берегу стояла пустая лейка, а рядом замерла белая кошка, хищно глядя на золотых рыбок и изредка поводя хвостом. Питер Пуш решил не тревожить ее. Про кошек он слыхал достаточно от своего кузена Олли Кролета. Олли рассказывал, какие у них острые когти. Питер Пуш вернулся к сараю, но вдруг совсем рядом услышал звук тяпки. Бряк-тяп-тяп, бряк. Питер спрятался под кустом. Однако все вокруг было спокойно, и он вскоре вылез. Потом прыгнул в тачку и осторожно выставил уши над бортиком. И тотчас увидел мистера МакГрегора, который пропалывал грядки с луком. Мистер МакГрегор стоял спиной к Питеру, а прямо за ним виднелась калитка. Питер Пуш тихонько спрыгнул с тачки и пулей пронесся по садовой дорожке за кустами смородины. Мистер МакГрегор заметил его у калитки слишком поздно. Питер прошмыгнул под ней и скрылся в лесу. А мистер МакГрегор подобрал его курточку и ботинки и сделал из них пугало отпугивать черных дроздов. Питер Пуш ни разу не остановился и не оглянулся, пока не влетел в норку под большой мохнатой елью. Он так устал, что сразу плюхнулся на мягкий песок и закрыл глаза. Тем временем миссис Пуш тушила морковные котлеты. «Ах, Питер, какой ты растеряха!» – ворчала она. «И неделю не прошло, а ты уже посеял вторую курточку и вторую пару башмаков». Вечером Питер совсем занемог. У него заболел живот и начался жар. Миссис Пуш уложила его в постель и заварила ромашку. И дала Питеру, как велел доктор, 1 столовую ложку на ночь.
А Пышку, Плюшку и Пампушку ждали на ужин горячие плюшки, пышки, пампушки и сладкие ватрушки. Пышка ела плюшки, Плюшка пампушки, а Пампушка ватрушки. Но кто же тогда съел все пышки? Долго крольчата не гадали, они быстро запутались и уснули. Вот такая история приключилась с маленьким Питером. Надеюсь, вам было интересно послушать его историю и рассмотреть удивительные иллюстрации, созданные Беатрис Поттер. А давайте сейчас сделаем кролика в технике оригами. Вам понадобится квадратный лист цветной бумаги, клей, карандаш или фломастер.